Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Огромное спасибо всем тем, кто ставит лайки под видео и пишет хорошие, добрые комментарии. Земной вам поклон. Дорогие мои зрители и гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Чем удивит и порадует вас судьба в ближайшее время? Пожалуйста, посмотрите на песочек мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Чем удивит и чем порадует меня судьба в ближайшее время? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар и прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы, послать для вас только самую важную и самую полезную информацию. Итак, чем же в ближайшее время удивит и порадует вас сама судьба? Так, ну что, мои дорогие, Здесь решится какое-то очень важное дело, которое долго о себе не напоминало. Да? Оно лежало мертвым грузом и тяготило вас, очень тяготило. И тут на тебе как-то сойдутся все карты, все звезды в один ряд, и вы наконец-таки сможете, приложив усилия, сдвинуть это место действие, ситуацию, проблему с мертвой точки. Вот это будет просто для вас вот какое-то достижение, просто какое-то невероятное достижение, которое вас очень будет радовать. Удивительно для вас будет то, насколько все окажется просто. То есть вы сейчас это дело не делаете, потому что вам кажется, что не, ну как же, это же просто какие-то нечеловеческие усилия. У меня для этого нет ни знания, ни опыта, ни возможности. А тут на тебе, вот именно вас высшие силы и ситуация загонят в такой угол, что вам придется засучить рукава и выполнить это сложное дело. Понимаете, что оно на самом деле и не было сложным. Вы просто морально к нему были не готовы. Вот и все. А когда, как говорится, прижало, да, сразу все и у вас и получилось. Так, человек издалека, человек из прошлого, причем он далеко. Далекое прошлое, либо человек из прошлого находится с вами на расстоянии далеко. Вы о нем узнаете, о его жизни. То есть что-то, какая-то трагедия у этого человека в жизни произошла, но это не сейчас, это раньше произошло. А вы только сейчас узнаете. Я вижу, что вам станет очень жаль этого человека, что вы попытаетесь с ним как-то связь наладить, как-то его найти. И найдете этого человека, напишите ему, либо позвоните. Человек настолько будет приятно с вами разговаривать, настолько сердечно, что вы просто ну не знаю, для вас такая радость будет услышать голос этого человека и услышать те приятные добрые слова, которые у него будут из него исходить, скажем так, в вашу сторону. Здесь просто замечательно. Я вижу вашу радость, я вижу ваше удовольствие. И, кстати, я вижу, что вы с этим человеком договоритесь о встрече, но пока эта встреча, к сожалению, невозможна в ближайшее время, возможно ограничения, возможно финансовые какие-то блоки, но тем не менее вы будете на контакте. И у вас прям будет такое радостное предвкушение, да, что этот человек возвращается в вашу жизнь. Пусть он не будет, знаете, тут нету такого, что он вернется в том же качестве, как и раньше, да, но наоборот, здесь будет именно, что вы нашли человека, который казался потерянным, да. Почему-то вам до этого момента казалось, что, например, он там никогда не пойдет, либо она с вами на контакт, что там не любит, презирает, да, какие-то такие были мысли почему-то у вас странные. А тут вы поймете, что нет, вы по-прежнему там, он о вас помнит, либо она хорошо к вам относится и хотел бы общения. Это будет просто замечательно. Так, еще с любимым человеком. Вот у кого любимый человек, кто в отношениях, в паре, в браке, какая-то очень острая ситуация между вами, она наконец-таки перестанет вас обоих колоть, потому что она колола двоих. Это может быть и ревность, может быть, кстати, и финансовые какие-то вопросы. Тут просто может быть, вот я вижу какие-то претензии, вот именно претензии идут. Претензия
вы претензию, вам в ответочку кидают, вы еще, вам еще там 10 штук сверху накидывают, да, и вот все какие-то разговоры заканчивались одним и тем же: выяснением отношений, слезы, крики, там ругань, двери, да, стук двери. То есть вот такая ситуация шла. Здесь я вижу, что вы наконец-таки примиритесь. Причем примиритесь по поводу. Тут какой-то повод у вас, случай, либо повод, не знаю. У кого-то может быть не совсем приятный случай, да, когда какие-то проблемы нагрянут, да, может быть, там соседи затопят, либо срочно нужно будет что-то решать и делать. И благодаря вот этой проблемке вы наконец-таки войдете в диалог, в конструктивный диалог, сможете мало того, что примириться, так еще и восстановить ваши отношения. Вот такая идет ситуация. Для тех, кто не спорил и не ссорился, у кого все было тихо, четко, чинно, благородно, здесь другая идет ситуация, когда вы добавляйте перчика в ваши отношения, в плане того, что вот интимная жизнь просто будет бурлить такими какими-то гейзерами и вулканами, что как будто бы вот-вот только встретились, да, только-только поженились. То есть просто здесь очень горячие эмоции и безумная страсть. Огромное удовольствие от близости с любимым человеком, что сказать. Большая радость и много-много удовольствий. Так, еще я вижу, вы какую-то рыбку ловите. Видите, вот вы стоите, особенно вот касается девушек, женщин, это предсказание, и на такую огромную удочку вы поймали такую большую-большую рыбу. То есть однозначно у вас будет какая-то возможность заработать, подзаработать, получить, может быть, даже выиграть там, не знаю, в лотерею, в каком-нибудь там розыгрыше подарок выиграть. Но, знаете, рыбка такая достаточно крепкая, большая, увесистая, да, то есть хороший подарок вы получите, либо хорошую материальную выплату, зарплата может быть там у вас повышенная, да, удвоенная, с премией, с какими-нибудь там причитающимися бонусами, да, то есть вы хорошо поработаете, получите хороший результат. И вас это действительно будет радовать. То есть наконец-таки поймете, что не впустую это все было. Так, еще я вижу человека, но это мужчина. Какой-то мужчина вас обманывал, причем делал это очень нагло, даже уже, не знаю, не скрывался, да, даже вот там ничего особо не придумал, просто вот лгал и все. Этот человек, он, во-первых, себя обнаружит полностью. И вы, несмотря на все ваше ангельское терпение, на всю вашу доброту, вы этому человеку укажете на дверь. Скажете: все, хватит меня обманывать, уходи, и больше не хочу тебя никогда видеть. Для этого человека это будет просто шоковая ситуация, а для вас освобождение. И вы поймете, как это замечательно жить в хорошем, светлом, чистом мире, где нет лжи, где нет обмана, где нет предательства и где нет людей, которые вас используют. То есть вот так вот идет. Так, а еще я вижу у вас из радостного тут какую-то покупку. Покупка достаточно большая. Не знаю, то ли какое-то огромное количество чего-то вы накупите, либо что-то одно, но очень большое. Большую радость вы получаете от этой покупки, вы ею хвастаетесь, она вам очень нравится. Это то, чего хотели, о чем мечтали, на что надеялись. Так, с подругами, либо с друзьями, вот кто, да, мужчина, женщина смотрит меня, я вижу, вы куда-то пойдете, где-то будете сидеть, отдыхать. И, знаете, вот как будто бы, мужчина, смотрите, если вы женщины, то вы где-то с подругой будете находиться, и на вас будут внимание обращать мужчины, там подойдут, попробуют познакомиться. Если мужчина меня смотрит, то вы где-то с другом, например, будете, да, и то же самое, женщина будет обращать внимание, будут там знаки внимания вам уделять. И здесь вот прям, такое хорошее настроение, игривое, что я там нравлюсь, что я выгляжу ого-го еще как. То есть именно хорошее настроение. Радость от самого себя, вот так бы я сказала, да. От того, что могу нравиться, от того, что я человек, который вот прям может зацепить и притягивает внимание. Так, еще тут момент, когда у вас, не знаю, тот человек, который к вам негативно относился, этот человек мог с вами где-то рядом находиться, может быть, соседи, коллеги. Вот этот человек, у него дорога от вас, он уходит из вашей жизни. То есть, если, например, там начальник как-то вас там, не знаю, там как-то
притеснял, да, обижал, то, скорее всего, этот начальник уйдет. Либо куда-то его переведут, либо сам по себе уйдет. То есть здесь идет освобождение. Какая-то вот ситуация, которая висела таким дамокловым мечом над вами, она наконец-таки разрешится. То есть я вот честно вижу в этом песочке на ваше будущее, что у вас именно радость большая будет в основном от того, что какие-то дела, которые очень долго тянулись, которые вас напрягали, которыми были там тяжелыми для вас, неподъемной какой-то ношей, они наконец-таки перестают существовать. Да? То вы сами решаете, то от вас отводят, прям в прямом смысле слова отводят, острые ситуации отводят, критические ситуации отводят. И вы это понимая, начинаете радоваться, вы начинаете верить в высшие силы, в то, что вас любят, вам помогают и вам всячески содействуют. Мои дорогие, здесь все замечательно. Кстати, у кого-то будет подарок. Подарок это будет какое-то животное маленькое, совсем маленький малыш. Либо это очень маленький собачка, щенок, либо это маленький котенок. Прям комочек, маленький комочек большого счастья. Мои дорогие, замечательно, просто замечательно. Так, ну и работа еще тут важный момент по работе, я должна сказать. Какой-то идет большой, не знаю, проект, большое задание. И будут предлагать для вас это задание, это как большая удача для того, чтобы заявить о себе. То есть не бойтесь, не сомневайтесь, принимайте работу, заявляйте о себе, о своем, скажем, таком желании поработать, о своем рвении поработать, да, как это правильно, энтузиазм, да, вот вам нужно проявлять энтузиазм. И знаете, будет вам большое-большое от этого счастье и большая радость. То есть вы, мало того, что вы получите заслуженный результат, вами будут гордиться, вас будут ставить пример, премию вам выпишут, но и вы будете довольны собой и поверите в себя и в свои силы. Мои дорогие, песочек замечательный. Желаю, чтобы все эти прекрасные события поскорее в вашей жизни исполнились и порадовали вас как следует. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.